Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. В связи со сложившейся сложной ситуацией в энергетической сфере принято решение приостановить образовательный процесс с 11 по 17 декабря. Заработная плата будет выплачена сотрудникам силовых структур, затем сотрудникам миграционной службы, МЧС, МНС и ГТК. На завершающем этапе выплаты будут осуществлены работникам социальной сферы. В Абхазию прибыла икона Покрова Пресвятой Богородицы Кругосветная. 8 декабря святыню доставили в Сухумский кафедральный собор. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадрагунба Гунба провел совещание по актуальным вопросам. Обсуждались вопросы выплаты заработной платы, обеспечения топливом, а также текущие проблемы, вызванные сложившейся ситуацией в энергетической сфере. В связи со сложившейся сложной ситуацией в энергетической сфере принято решение приостановить образовательный процесс на неделю. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габля. Решение обусловлено трудностями с отоплением школ и детских садов. Поэтому предлагаем взять такой каникулярный период дополнительный, оповестить наших учителей, директоров школ, заведующих детских дошкольных образовательных учреждений, колледжей, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома. Выдали какие-то задания и, надеюсь, ситуация будет стабилизироваться и мы сможем продолжить уже в штатном режиме работу. На данный момент предложение такое. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Бутба доложил, что генераторы, установленные в крупных лечебных учреждениях, продолжают работать исправно, но их ресурсы ограничены. По его словам, несмотря на то, что на данный момент топлива достаточно, необходимо зарезервировать большой объем дизельного топлива для лечебных учреждений с реанимационными отделениями. Это республиканская больница, роддом, гемодиализ, хирургический блок. Второе по районам и городские больницы города Сухум. Вот, в частности, по республиканской больнице у нас стоит два дизель-генератора. Один 430 киловаттный, который потребляет 130 литров в час. Второй, который в роддоме, 370 киловаттный, который снабжает родильный дом, хирургический блок и гемодиализ. Он потребляет 80 литров в час. Суммарно при полной нагрузке получается, что 210 литров дизельного топлива необходимо для оснащения этого большого комплекса республиканской больницы для энергоснабжения. Также проговорили по всем лечебным учреждениям. Есть лечебные учреждения, которые не имеют дизель-генератора. Есть, которые имеют небольшой объем дизель-генератора, но им на данный момент хватает, такие как республиканская детская больница. Мы говорим о том, что во второй горбольнице также в недавнем времени, благодаря помощи администрации города, установлен был дизель-генератор. В инфекционной больнице города Сухум также установлен дизель-генератор. Значит, у нас в психиатрической больнице, в онкологии также есть дизель-генераторы. Вопросы. А сейчас вот сегодня во второй половине дня запланировал выезды в эти лечебные учреждения. Вопросы доставки топлива сейчас остро стоят, потому что такие объемы повременные, которые сегодня мы прогнозируем, к ним надо существенно подготовиться, потому что это очень важно. Исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба сообщил о текущей ситуации с выплатами заработной платы работникам бюджетной сферы. Он отметил, что на первом этапе средства были направлены на выплату заработной платы сотрудникам силовых структур, а на втором этапе планируется покрытие затрат для сотрудников миграционной службы, МЧС, МНС и ГТК. На завершающем этапе выплаты будут осуществлены работникам социальной сферы. По-прежнему ситуация остается достаточно сложной. В пятницу республиканский бюджет путем общих консолидированных усилий имеющиеся доходы направил на финансирование заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Прежде всего это работники системы Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности. На сегодняшний день работники этих учреждений обеспечены финансированием заработной платы, пенсионного обеспечения и других социальных гарантий, которые предусмотрены в соответствии с нашим
законодательством. Пока ситуация такая. Каждый день все средства, которые поступают в бюджетную систему, имеют особый статус, особую пометку для использования на цели, предусмотренные в таких условиях, на защищенные статьи. И завтра, и послезавтра, и в последующие дни именно этими будем заниматься, подготовкой к финансированию заработной платы других категорий работников бюджетной сферы. Обо всем об этом будем вас информировать ежедневно. Исполняющий обязанности главы государства поручил Владимиру Делба принять меры по разблокировке долгов по медицинским услугам и обеспечению бесперебойной подачи топлива в медицинские учреждения. По словам Бадры Гунба, для обеспечения республиканских медицинских учреждений потребуется не менее 5 тонн топлива в сутки. И нужно будет здесь подстраховать министерство, все заявки, которые будут приходить, оперативно отрабатывать и держать на пульсе эту ситуацию. Значит, сейчас переговорим с топливниками. Если даже какой-то перебой с финансированием будет, чтобы топливники нас поддержали, подстраховали, а уже потом мы расплатимся со всеми долгами. Премьер-министр Валерий Бганба доложил о текущей ситуации в Ингургэс, подчеркнув, что уровень воды в водохранилище продолжает оставаться крайне низким, что вызывает серьезную обеспокоенность. Готовится письмо премьер-министру России всем этим проблемам, которые у нас возникли. Ну и еще один вопрос я хотел вам доложить, что проведенный штаб, к сожалению, абсолютно ничего не дал. За весь этот период, я не знаю, сколько дней, уже почти неделя прошла, всего-навсего 20 экземпляров, так сказать, обнаружено. Собираюсь опять собрать штаб и уже более конкретно говорить с руководителями силовых структур и Черноморэнерго, чтобы они эту работу продолжили. Уже более активно, чем до этого. Мы стоим практически на грани коллапса, и смотреть на то, что кто-то добывает себе криптовалюту, ну, наверное, это совсем уже кощунственно. Данным приток воды всего 35 кубометров, уровень воды в водохранилище 409,8, это практически критическое, поэтому, в принципе, сегодня работает только на притоке, и мы получили в прошлые сутки всего-навсего 2 миллиона 500 киловатт при общей потребности за те сутки, ну, с учетом того, что мы увеличили веер, 7,500, то есть практически 5 миллионов мы перетока получили. Если мы не сможем обойти переток, нам остается вот на уровне 2,500 до 3 миллионов, но не больше. С какого числа у нас возможно отключение? Ну, практически уже с сегодняшнего дня. Если мы не оплатим переток, это уже практически вот завтра надо будет принимать новый веер и думать только как, чтобы людям воду подать. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подчеркнул важность слаженной работы всех ведомств в условиях текущих вызовов. Необходимо оперативно решать проблемы, связанные с энергоснабжением, обеспечением топливом и выплатой заработной платы. Мы будем держать эту ситуацию под контролем и работать над поиском решений для стабилизации положения, отметил Бадра Гунба в заключении совещания. Шазина Ханагуа, Адиса Сагария, Раму Камке, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба провел встречу с руководителями основных топливных компаний, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в кризисной ситуации. Речь прежде всего шла о координации действий исполнительной власти с участниками рынка жидкого топлива в приоритетном обеспечении учреждений здравоохранения и предприятий-производителей хлебной продукции, правоохранительных структур и сил обороны. Было отмечено, что на текущий момент запасов топлива достаточно. При этом обращено внимание на важность поэтапного погашения задолженности перед компаниями-анализаторами топлива для своевременного пополнения ими резервов. Министерству энергетики и транспорта и Министерству финансов поручено координировать взаимодействие с поставщиками топлива. Вы в курсе того, что происходит в стране в энергетической сфере, в частности, есть серьезные сложности с оплатой перетока, который необходим для населения, для нормального функционирования объектов жизнедеятельности. К сожалению, те резервы, которые имелись у нас, они имеют ограниченный характер. И
буквально сутки-двое у нас будет приостановлен переток, оплаченный с Российской Федерацией. Собственные возможности выработки НГУРГЭС по тому притоку, который сегодня есть, это не от 4 до 6 часов в сутки мы можем подать свет. Не отключение, а подача света. Учитывая данную ситуацию, конечно, очень важная история с обеспечением топливом страны. Это связано будет и вопросы с обеспечением бесперебойного питания социальных объектов. В первую очередь, конечно, это объекты медучреждения. Хотели бы сегодня сверить часы, понять объемы, которыми вы располагаете, какие резервы мы могли бы заложить на поддержание и функционирование этих объектов. Что касается оплаты, мы постараемся все обязательства перед Минздрава попробует оплатить, значит, топливо, которое будет направлено. Ну, наверняка будут какие-то сложности, перебои с финансированием. Просим вас в этой ситуации пойти навстречу и дать нам некий временной отрезок для закрытия тех объемов, которые вы будете поставлять этим социальным объектам. Заявки, которые они дали, в дальнейшем тоже, исходя из наших возможностей, будем оказывать максимальное содействие, тем более таким важным объектам, как республиканская больница, роддом, соответственно. Но и наши возможности, они тоже имеют определенные ограничения, да, вот, поэтому тут надо как-то тесно взаимодействовать, наверное, всем сейчас в данном случае организациям, занимающимся этой деятельностью, и с вашей стороны тоже, чтобы определенные, да, взаимодействия в каких-то вопросах были. Я докладывал министру финансов, мы с ним на связи. Там есть долги, но снабжение не приостановлено, оно немножко секвестировано, что касается Министерства внутренних дел. Министерство обороны в полной мере, Государственная служба охраны также. Но тут традиционно вы правильно отметили, что СГБ, да, погранотряд СГБ и главка СГБ. Мы просто не работали, я имею в виду нашу компанию, мы не работали с медучреждениями. Ну, естественно, если будет такая необходимость подстраховать или кто-то обратится, готов. Штаб по обеспечению энергобезопасности принял решение отключить доступ к сети интернет 10 декабря с 0 часов до 7 утра. Мера направлена на усиление борьбы с майнингом. Предложение одно – это отключение интернета. Второе предложение – это ЧС, изучить его правовые нормы, если есть необходимость, просить парламент в ускоренном режиме как бы принять то, что необходимо добавить. Третье, по энергонадзору срочно, Джансух Эдуардович, с юристами вашими быстренько, пожалуйста, проект решения правительства, потому чтобы энергонадзор мог проверять везде. Пациенты лечебных учреждений Абхазии будут получать всю необходимую помощь, несмотря на энергетические сложности. Об этом на расширенном совещании с коллективом ведомства сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба. Глава Минздрава акцентировал внимание сотрудников на необходимости более ответственного подхода к работе в сложившихся условиях. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба провел расширенное рабочее совещание с коллективом ведомства. Руководители управления министерства доложили о работе на местах. Имеются определенные сложности в финансировании и обеспечении медикаментами лечебно-профилактических учреждений страны. В этом направлении ведется активная работа. Отдельное внимание Эдуард Будба уделил теме энергетического обеспечения медицинских учреждений. Уважаемые коллеги, мы все понимаем, какая ситуация с энергетикой в республике. Минздрав Республики Абхазия должен работать штатно. От нашей с вами работы зависит, какую медицинскую помощь будут получать граждане. Все граждане, которые нуждаются в медицинской помощи, в экстренной, в хирургической, все наши лечебные учреждения должны оказывать эту медицинскую помощь. Да, есть определенные сложности с финансированием, да, есть вопросы, которые стоят сегодня остро в плане поездок наших граждан за пределы республики. Эти вопросы тоже решаются в плановом порядке. Сегодня разговаривал с Владимиром Валерьевичем
Валерьевичем Делба по этому вопросу. Есть понимание и в какие сроки они будут решены. Также сегодня общался с утра с Тимуром Ивановичем, это руководитель Черноморэнерго, в плане отключения наших лечебных учреждений. Есть понимание со стороны руководства Черноморэнерго, есть определенный график. Сегодня мы выедем на места, посмотрим, как лечебные учреждения наши укомплектованы запасом дизельного топлива. Это очень архиважное направление, поэтому в рабочем порядке сегодня мы будем начинать объезды наших лечебных учреждений. Несмотря на имеющиеся проблемы в сфере энергетики, коллектив Минздрава работает в штатном режиме. По мере поступления и в рамках договоренности с Минфином осуществляется поэтапное финансирование лечения граждан в медучреждениях Республики и Российской Федерации. Глава Минздрава акцентировал внимание сотрудников на необходимости более ответственного подхода к работе в сложившихся условиях. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба проверил работу республиканской больницы во время ограничений подачи электроэнергии в республике. Приехали на территорию республиканской больницы, учитывая те прогнозы, которые нас ожидают в плане отключения электроэнергии. На территории республиканской больницы 2 дизельных генератора мощностью 430 киловатт и 370 киловатт. Один питает основной корпус, второй питает ротблок. Основной корпус – это хирургическое отделение и приемное отделение, без хирургический блок. Значит, общая суммарность потребления 210 литров дизельного топлива в час. Все необходимые объемы на данный момент они присутствуют. У нас также есть переносной дизель-генератор мобильный на 80 киловатт, который сегодня может быть подвезен в любое лечебное учреждение республики при необходимости. Хотелось бы отметить сегодня, что мы приобрели благодаря спонсорской помощи автотранспортное средство объемом 6 тонн ЗИЛ, который будет привозить топливо, который может хранить это топливо. У нас также есть цистерна 2-тонная и в общей сложности в 2 дизельных генераторах тонна 600 объема топлива. Значит, тонна 600, 2 тонны и 6 тонн топлива, которые сегодня будут находиться в резервах для обеспечения данного лечебного учреждения. Больница работает в штатном режиме благодаря нашим резервным источникам света. Как уже сказал Эдуард Валерьевич, это 2 генератора дизельных, стационарных, плюс еще у нас переносной генератор тоже. Мы работаем в штатном режиме. Да, во время переключения света, выключения, во время срабатывания генераторов мы там на протяжении 5-10 секунд остаемся без электричества, но все системы имеют защиту, имеют батареи, то есть это мы практически не замечаем. Мы в такой промежуток времени, когда происходит выключение, наши коллеги, особенно это диагносты, рентгенооборудование, КТ, УЗИ, они уже предупреждены, чтобы не проводили в это время исследования. Мы четко знаем, в какое время происходит выключение. И у нас у республиканской больницы есть также возможность переключения с одной подстанции на другую, то есть Сухум-1. Когда есть свет на подстанции Сухум-1, мы этим светом пользуемся. Когда происходит включение на Сухум-2, естественно, Сухум-1 не работает, мы имеем возможность переключения на Сухум-2. То есть такая вот ситуация. Работу управления Государственной автоинспекции и регистрационно-экзаменационного отдела в пору перебоев в подаче электроэнергии прокомментировал начальник УГАИ Дамей Авицба. Как известно, с 9 декабря в республике действует новый график подачи электроэнергии. Согласно расписанию, наше ведомство в течение рабочего дня обеспечено энергией всего 2 часа 20 минут. Учитывая растущий поток автомобилей, которым необходимо оформление, нагрузку на регистрационный отдел, необходимость прохождения транспортными средствами технического осмотра, главные управления УГАИ и РИО были переведены на автономное электроснабжение на период отключения света. На сегодняшний день это позволяет бесперебойно оказывать гражданам весь спектр вышеперечисленных необходимых услуг. Также напоминаю о том, что экзаменационный отдел работает в штатном режиме. Экзамены на знание правил дорожного движения проходят согласно ранее утвержденному графику. К
К другим новостям. Министерство иностранных дел Абхазии надеется, что будут сохранены суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики. Таким образом, чтобы это отвечало интересам сирийского народа, говорится в заявлении МИД. В этот сложный период мы надеемся на то, что все стороны проявят мудрость, воздержатся от применения насилия и будут способствовать деэскализации, созданию благоприятной среды для диалога и разрешению внутриполитического конфликта. Уважая свободу волеизъявления сирийского народа, подтверждаем готовность к сотрудничеству с законоизбранным правительством страны, отмечается в заявлении. В связи с ситуацией в Сирии наша редакция связалась с послом Абхазии в Сирийской Арабской Республике Али Мухаммадом. Сегодня, 9 декабря 2024 года, информируем вас о том, что посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике на сегодняшний день закрыто. Сотрудники посольства тоже все находятся в Дамаске. На сегодняшний день обстановка улучшается. Лидеры оппозиции работают под контролем безопасности в столице. Многие магазины открылись. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба провел встречу по ситуации, сложившейся вокруг бывшего здания школы борьбы и тяжелой атлетики по улице Аршба в Сухуме. Валерий Бганба заверил, что вопрос правового статуса здания будет тщательно рассмотрен и обещал незамедлительно создать комиссию, которая проверит подведомственность всех бывших спортивных зданий. Министерство просвещения Республики Абхазия сообщает, что здание и территория Республиканской детской юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики не передавались третьим лицам. Считает снос объекта незаконным и принимает меры реагирования по данному инциденту. Министерство просвещения Абхазии имеет государственный акт на право владения, пользования землей, а также карту реестра данного объекта, подтверждающего право на данное недвижимое имущество. Министерство просвещения Республики Абхазия подчеркивает важность защищенности объектов социальной инфраструктуры, особенно таких, как спортивные школы, которые играют ключевую роль в организации спортивной жизни молодежи. Ситуацию вокруг бывшего здания школы борьбы и тяжелой атлетики прокомментировал мэр столицы Беслан Эшпа. Ввиду резкого резонанса, который вызвал снос здания на углу улицы Аршба и Когоня, хочу довести до сведения наших жителей и общественности. По данному вопросу в администрацию города обратились ветераны спорта, это был 2022 год, с предложением восстановить, привлечь инвестора и использовать его там по назначению. Это был конец 2022 года. Администрация города в моем лице, проверив информацию, оказалось, что данное здание не принадлежит администрации города Сухум, то есть не было распределено и также не было закреплено за администрацией города, что и было сказано представителям спортивной общественности. Далее, в конце 2023 года в администрацию города поступило судебное решение, которое определило права собственности отдельных лиц. То есть они ветераны войны, и судебные органы определили их права собственности. Когда права собственности определяются тем или иным органом, допустим, это гражданско-правовые договоры, которые регистрируются нотариально, когда судебные органы выносят решения, когда там люди вступают в наследство, в данном случае администрация города выступает только регистрирующим органом. При поступлении данного документа в администрацию города, администрация города в обязательном порядке должна предоставить свидетельство о собственности и государственный акт землепользования. В принципе, что и было сделано администрацией города. Затем в администрацию города пришли снова ветераны спорта, высказали свое недовольство о том, что как это так, объект был кому-то присвоен и так далее. Но им было дано объяснение, что первый раз, когда они приходили, я им сказал о том, что если вы намерены дальше заниматься данным объектом, вам надо обратиться или в кабинет министров, или в Министерство просвещения, или в комитет по спорту, так как данное здание не принадлежит администрации города, и администрация города не занимается его распоряжением, то есть теми или иными действиями. Поэтому, когда пришли они второй раз, уже после того, как узнали, что судебное решение есть по данному объекту, я им, в принципе, также было мною сказано о том, что данный объект решением суда признан собственностью отдельных лиц.
и им выданы, как администрация города, значит, была обязана выдать им эти документы. Эти документы, то есть, повторюсь еще, свидетельства и государственный акт были предоставлены. Перед тем, как предоставить, значит, мы, конечно, проверили информацию, какая история была у объекта. Выяснилось, что он не состоит в списке историко-культурного наследия, также не состоит в дополнительном списке историко-культурного наследия. Но такой объект, конечно, вызвал наше внимание в том числе. И мы посмотрели историю документов. Итак, в 2001 году, значит, данный объект был отнесен к объекту приватизации за номером 13. Когда мы столкнулись, значит, с такой информацией, когда его нет в списке, значит, историко-культурного наследия, ни в дополнительном, ни в основном списке, решением парламента данный объект был отнесен к объекту приватизации, нам стало ясно, что как такового, значит, сдерживающего фактора, чтобы получили документы, те, кто заявил права о собственности, нет. На основании этого были выданы документы. Хочу также проинформировать, что в администрацию города поступил с городской прокуратуры запрос на предмет, значит, предоставления всех документов, которые есть по данному вопросу. Мы в полном комплекте эти документы предоставим прокуратуре и надеюсь, что проверка даст о себе знать и так далее. Будут приняты все необходимые действия с нашей стороны. Вот. Что касается разрешительных документов на снос, значит, администрация города до августа месяца действительно выдавала документы на строительство, на снос здания, на согласование проектов и так далее. В связи с принятием нового градостроительного кодекса администрация города с августа месяца эти документы не выдает. Но, с другой стороны, могу также сказать, что мой опыт мне говорит о том, что порядка 90% жителей города, может даже республики, не знают о том, что, имея право собственности на тот или иной объект, если решил его реконструировать или снести, построить новое, что надо получить специальное разрешение на снос. Я и к этому тоже отношу те действия, которые были предприняты владельцами. То есть документ они получить от нас не могли, но и в тот же момент могли и не знать о том, что нужно специальное разрешение. Человек действует со своей собственностью, решил, наверное, так, как он считает нужным. Вот. В связи с этим я понимаю, что произошло, то есть мы могли бы реагировать, но в тот же момент у нас руки связаны принятым новым градостроительным кодексом. Поэтому прошу всех наших пользователей социальных сетей, жителей, отнестись к этому спокойно. Документы еще раз перепроверятся, и тогда будет ясно снесена. Но то, что администрация действовала в рамках своих полномочий и законодательства, в этом могу вам абсолютно заверить. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Умара Смыр. 7 декабря внештатный помощник, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Умар Смыр в ресторане «Дольче Вита» нанес многочисленные удары руками и ногами в область головы прокурору Гагарского района Пкин. Далее гражданин Смыр достал имевшееся при нем огнестрельное оружие неустановленного образца и, направив в сторону Пкин, произвел не менее 5 выстрелов, после чего покинул место происшествия. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания Смыр Умара. На протяжении 10 лет коллектив Комитета по экологии обращался с письмами и просьбами выделить средства на ремонт здания. Просьбы были услышаны. В здании Государственного комитета по экологии весь год шли ремонтные работы. Подробности у Ульяны Рожковой. Трудно поверить, что это одно и то же здание. Государственный комитет по экологии после капитального ремонта выглядит совершенно по-новому. На протяжении 10 лет комитет обращался с письмами и просьбами выделить средства на ремонт здания. Просьбы были услышаны, и вот обновленный фасад, современные интерьеры и комфортные условия для сотрудников создают атмосферу эффективности и продуктивности. Хочу вам сказать, конечно, условия у нас до ремонта абсолютно были никакие. Пол, повторюсь, паркет, он лежал на полу, и отсюда сырость. Окна были у нас алюминиевые с прокладкой. Прокладки уже давно иссохли, прокладки давно потрескались. Мрачно, холодно, сыро. Ну, о работе нельзя было говорить. Что за работа, если ты пришел на работе в пальто и еще и дрожишь? А после ремонта нам организовали на современном уровне такой ремонт. Теплый пол, кондиционер, пожалуйста.
и все условия для работы. Мы и продолжаем работать в том же духе, только внутреннее желание прийти на работу и сделать что-либо у коллег увеличилось. Не все работы завершены до конца, но уже видны заметные изменения. Подрядчиком по ремонту комитета стал УКС. Ими были организованы подсчеты. На ремонт здания комитета было выделено 34 миллиона рублей. Так как здание находится на цокольном этаже, проблема с плесенью и сыростью была постоянной. Первым делом работы шли по замене старого напольного покрытия. По словам Савелия Читанава, была проведена масштабная работа, так как здание не ремонтировалось уже 30 с лишним лет. Для того, чтобы начать капитальный ремонт, а это есть на самом деле капитальный ремонт, специалисты пришли, отбили всю штукатурку, посмотрели, там был и грибок, там был и плесень, там чего-то от сырости, и чего там не было. И потому пришлось им отбить всю штукатурку, провести обработку противогрибковую, противоплесеневую и дать возможность высушить, потом по новой штукатурку, потом стяжки. В общем, очень большая работа была проделана. Оно и видно, что помещения наши достаточно выглядят презентабельно. Правда, мебель пока не обновлена у нас, потому что эта мебель входит в следующий этап на будущий год, скорее всего. Часть, я думаю, что мы финансирование получим от правительства, часть из собственного бюджета. В штате главного аппарата Комитета экологии работают 46 человек. Ремонт – это не только косметические изменения, это инвестиция в будущее охраны окружающей среды в нашей стране. Все ремонтные работы планируют завершить до Нового года. Ульяна Рыжкова, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В Абхазию прибыла икона Покрова Пресвятой Богородицы Кругосветная. 8 декабря святыню доставили в Сухумский кафедральный собор, где все желающие православные христиане могли поклониться ей. На второй день икону доставили в представительство Россотрудничества в Абхазии. Стоит отметить, что это третье кругосветное путешествие иконы по всему миру, и началось оно с Абхазии. Репортаж Алики Трапш. Третий кругосветный поход иконы Покрова Пресвятой Богородицы Кругосветная началось с Абхазии. Это уже 67-я страна, которую посетила икона. 8 декабря икону привезли в Сухумский кафедральный собор, где все желающие могли поклониться святыне. Икону Покрова Пресвятой Богородицы Кругосветная из Москвы в Абхазию привезла президент благотворительного фонда святого мученика в Анифате Наталья Мезенцева. 9 декабря икону доставили представительство Россотрудничества в Абхазии. Третий кругосветный поход иконы посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что много героев Абхазии склонило свою голову, положило жизни свои на защиту практически всего мира вместе тогда с советской армией. И поэтому мы чтим всех тех героев павших. И в память об этом событии именно с Республики Абхазии, с героической Республики Абхазии принесена эта икона для того, чтобы почтить героев павших и нынешних им здравия и помощи Божьей в их служении, тех защитников Отечества. Икона Покрова Пресвятой Богородицы Кругосветная была написана в стенах Троицы Сергиевой Лавры. В нее был вложен мощевик с частицей амофора Божией Матери. Целью путешествия иконы стало единение и защита православных христиан по всему миру. Матерь Божия объединяет всех людей доброй воли. Матерь Божия молится за всех, и за инославных, за всех молится. Ну, как наша страна является уделом Матери Божией, поэтому для нас символично появление этой дивной иконы в нашей стране, многострадальной абхазской стране. Мы, конечно, имеем твердое убеждение, что с появлением этой иконы у нас пойдут новые процессы, положительные процессы, объединения, и политические процессы, и экономические процессы будут развиваться. И у меня твердое убеждение, поэтому всем желаю мира, здравия, благоденствия. Сотрудница представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн поблагодарила организаторов за мероприятие, отметив, что деятельность Россотрудничества направлена на укрепление связей между Абхазией и Россией. Это очень много мероприятий, связанных с популяризацией именно русско-абхазской культуры в ее историко-культурном таком контексте.
Поэтому, прежде всего, я спасибо вам большое, я благодарна за такую большую честь. И, естественно, все силы и все знания свои, это все будет посвящено нашей молодежи. Мы хотим, чтобы она росла достойная мира, достойного благополучия, была образованная. И я думаю, что все у нас вместе со всеми получится. Икона Покрова Пресвятой Богородицы кругосветная будет находиться в Абхазии до 10 декабря. Затем она поедет в Сербию, Германию, а уже оттуда на 9 мая приедет в Москву. Затем икона отправится и в другие страны. Аля Катрапс, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Детский хореографический ансамбль «Фортуны из Гагры» стал обладателем гран-при на международном фестивале-конкурсе «Кубок России». Юные танцоры представили публике абхазский народный танец и завоевали победу. Детский ансамбль «Афортен» был приглашен на международный фестиваль-конкурс под названием «Кубок России», который проводили в городе Москва 7-8 декабря. Мы показывали наш абхазский народный танец. Дети достойно себя показали, жюри высоко оценили. И, как вы слышали, мы завоевали гран-при. «Союз женщин Абхазии» – так называется новая общественная организация, которую презентовали в пресс-центре «Спутник Абхазия». Председатель организации Виктория Хурхмал. Организация призвана объединять женщин разных профессий и разного жизненного опыта. Содействие становлению и росту нашего Отечества, духовного сближения наших граждан, сохранение традиционных и семейных и культурных ценностей. Да, мы понимаем, это непростая задача, но, как говорится, если не мы, то кто же? Мы намерены приобщить к деятельности нашего Союза талантливую, энергичную молодежь, борющуюся за прогресс и демократию, отстаивающую интересы социально уязвимых слоев нашего общества, базовые духовные ценности, историю, язык, культуру. И здесь нам не обойтись без колоссального опыта старших. Вместе с тем дать ощутимый импульс общественному развитию, могли бы дать знания, авторитет, взгляды и целеустремленность славных женщин Абхазии. Идея Союза женщин родилась давно. Мы ее вынашивали, советуясь с друзьями, подругами, единомышленницами. У нас есть устав, программа, достаточно популярно отражающие наши замыслы и намерения. Нам удалось наладить добрые деловые связи с женщинами России, Республики Беларусь, других государств. Мы все сейчас являемся свидетелями исторического события. Я с самого начала зарождения вот этой организации, так случилось, что я была. Мы познакомились с Викторией на программе международного потока президентской платформе «Женщина-лидер», которую мы закончили. И потом у нас как-то вот начали мы общаться. И когда вот она услышала, что такое Союз женщин Абхазии, она говорит, вот, Союз женщин России, видите, сразу же. Вот и пошел процесс как раз развития Союза женщин Абхазии. И мы, конечно же, Надежда Владимировна, она является советником Екатерины Филипповны Лаховой. Вот, и мы чем могли, начали уже помогать. Там, конечно, было много, путь у нас был тернистый у вас и у нас. Когда вот женщины в правовом поле, они объединяются, они очень много сделать могут. И они могут обеспечить тыл нашим мужчинам, нашим семьям.
Национальный банк Республики Абхазия выпустил в обращение памятную монету Абсха Леон достоинством 5 абсаров и тиражом в 500 экземпляров. В центральной части расположено изображение карты Абхазского царства с названиями столица Накопия Кутеш и открытой ладони. В верхней центральной части полукругом расположена надпись «Абсна Абанк» и рельефное изображение государственного герба Республики Абхазия. В центре реверса изображения портрета Абсха Леона в профиль. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 10 декабря, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 13-18 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.